Алфавитные порядки определены, фамилии составлены, последние приготовления завершены. Участковая избирательная комиссия 902 в Сунже готова принять избирателей на все 99%. Для полных 100 не хватает только бюллетеней. Их должны получить со дня на день. Все сотрудники привиты от коронавируса. Каждый имеет сертификат вакцинации против COVID-19. Бюллетени мы получим 16 числа. УИК-902 расположился в здании Центра творчества детей и юношества. Всего таких участков в Сунже открыто 10, что на один больше, чем в прежние годы. Здесь примут около 1800 избирателей. К важному событию все готово. Кабинки и урна расставлены. Меры соблюдены. Чтобы избежать столпотворения, тут учли и все меры защиты. Разметки, защитные экраны. На входе будет обязательная обработка рук, маски, перчатки и одноразовые ручки. Также на каждом участке предусмотрели отдельные входы и выходы. Для безопасности участок также оборудуют металлодетекторами. На страже порядка будут правоохранители. Помочь готовятся и волонтеры. А за гласность и открытость будут отвечать общественные наблюдатели. Сегодня к нам поступила заявка от КПРФ 17 человек, от Общественной палаты, а также от Организации по правам человека тоже поступило. И я думаю, что еще время есть, и от других партий мы также получим списки от наблюдателей. Территориальный избирательный участок, можно сказать, центр всех городских УИКов. Сюда уже поступили бюллетени и ждут своего часа. С начала работы здесь приняли свыше 100 заявлений от жителей, которые хотят проголосовать в Сунже. Это прикомандированные сотрудники, это также те, которые работают у нас в городе и изъявили желание проголосовать на нашей территории. И, как мы знаем, организация по выборам мы уже начали более 2 месяцев. Информационные материалы развешаны по всему городу. Всего в городе насчитывают более 19 700 избирателей. Настрой у жителей обнадеживающие. На выборы обещают многие. Не то, что я и вся моя семья придет на голосование, на выборы и проголосует. Мне кажется, это должен сделать каждый уважающий себя человек. Ведь если у нас даже не получается в один день, сейчас же это поставили на 3 дня, чтобы каждый человек смог проголосовать. Масштабных реформ жители от кандидатов не ждут. Они хотят всего лишь стабильного курса развития региона, качественное образование и комфортную жизнь. Я думаю, что в нашей республике очень много того, что могут сделать наши депутаты, в том числе это с нашей помощью. Поэтому я думаю, что и в том плане и образования, и дорог, и жилья. Мы ждем от наших кандидатов, ждем от наших депутатов улучшения наших качеств жизни города. Для избирателей на всех УИКах будут предусмотрены все условия. Комнаты для молитвы, матери и ребенка, медпункт. Не забыли и про культурную программу. Будут проходить какие-то спортивные мероприятия, культурные мероприятия. Также выставка декоративно-прикладного искусства, ярмарки различные будут проходить. Это все мы предусмотрели. Это все мы готовимся провести выборы так, чтобы люди туда шли с удовольствием. Главное политическое событие охватит 17, 18 и 19 сентября. В эти дни Ингушетия будет выбирать депутатов в Госдуму и Народное собрание региона. Свои двери распахнут 137 избирательных участков. Зелимхан Калоев, Рамзан Зурабов, Новости 24.